Примерно в полдень борт номер 1 приземлился в аэропорту города Нур-Султан. Садыра Джапарова тепло встретили в заснеженной столице соседнего государства. У трапа президента встретили заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр экономики и аким Астаны. Кортеж главы государства Джапарова по прилету сразу же направился в Акорду, в дворец президента Токаева. Там он в рамках государственного визита встретился с главой Республики Казахстан. После церемонии приветствия исполнения гимна двух государств главы двух республик представили свои делегации, после чего начались переговоры в узком составе. Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев заявил, что удовлетворен результатами совместных переговоров в узком формате. По его словам, стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки. Определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур. Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений. Напротив, мы выразили намерение оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия. В свою очередь, Садыр Джапаров заметил, что поддержка братского казахского народа очень важна для Кыргызстана. По его словам, за годы независимости заложена прочная основа двусторонних отношений между государствами и достигнут высокий уровень сотрудничества. Казахстан не только близкий сосед, но и ключевой стратегический партнер Кыргызстана. Кыргызстан и далее активно будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном на благо обоих народов. Хочу добавить, что в период пандемии коронавирусной инфекции между двумя странами сложилась положительная практика конструктивного сотрудничества в вопросах предоставления помощи гражданам Кыргызстана, в первую очередь в их возвращении из других государств на родину. В итоге были подписаны ряд документов. Соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Министерством культуры и спорта Казахстана о развитии национальных видов спорта и народных игр. Утвержден план мероприятий сотрудничества между министерствами обороны на этот год, план совместных мероприятий госинспекции по экологической и технической безопасности и Министерства торговли и интеграции. Подписаны программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел двух стран и меморандум о взаимопонимании между Государственной службой цифрового развития Кыргызстана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности соседнего государства. Министерство энергетики подписали протокол по товарообмену электроэнергией. Сегодня с президентом... Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля динамично развивать взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с братским Казахстаном по всем направлениям. Садыр Джапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь казахский народ за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Кыргызстан с ответным визитом в удобное для него время. Азамат Кендешев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.